бурных поисках путей развития России в народных недрах, похоже, вызревает истинно национальная идея – возвращение людей к родовым истокам. Возникло много общественных движений последователей Анастасии, героини знаменитой книги Владимира Мегре. В Центральной России, на Украине, в Беларуси и на Дальнем Востоке люди берут землю под родовые и экологические поселения с целью превратить ее в цветущий сад. Естественно, если на ней будут жить будущие поколения. А что происходит с землей там, где ее покидали в угоду чиновничьей конъюнктуре, известно всем. Наша республика тому ярчайший пример. Якуты-скотоводы никогда не жили в больших поселениях. У каждой семьи, у каждого рода была своя территория, своя земля. Также селились и русские землепашцы, которые в большинстве своем именовались на Лене государевыми ямщиками. Иркутско-Якутский тракт – важная государственная дорога, по которой осуществлялось государственное управление, торговля, экспедиции и, конечно же, почтовое дело. Сегодня наш рассказ об одной из многочисленных ямщикских станций на Лене – Иланке. Станция Иланская была основана в 1830 году тремя ямщиками – Соколовым, Голоковым и Бурнашовым. Год за годом, буквально отвоевывая у тайги каждую 5 земли, росла и крепла деревня. В советские времена здесь было справное хозяйство под названием «Подарок октября», а вот в хрущевские времена здесь поминают недобрым словом. Пошли укрупнения колхозов, закрыли школу и некогда богатую цветущую деревню обрекли на вымирание. На одной моей памяти ее пытались восстанавливать дважды. Уж больно плодородна здесь земля, богата тайга. Сначала под видом возрождения заброшенных сел навезли крымских переселенцев, построили для них добротные дома, а нет, не прижились чужаки. Потом эти земли атаковали фермеры, и у них ничего не вышло. Не хочет знать здешняя землица, чтобы ворочали ее для выполнения народохозяйственных нужд. Хозяина ждет. Прежние вымерли или состарились, а их потомки собрались в прошлую субботу, чтобы осветить в память своих мужественных предков эту часовню. Свет есть, всего ради глаголит, восстань из чая и воскресни от мертвых, и осветит тебя Христос. Благословляется и освящается часовня сия, благодатью Пресвятого Духа, окропление воды сия священные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это были самые смелые, самые непокорные крестьяне, которые не подчинялись крепостному праву, и их ссылали вот в эти места на вечное поселение без права выезда. И чтоб эта часовня с видом на нашу кормилицу, матушку Лену, пусть живет долгие годы, вдохновляя нас. Вот эта часовня, я думаю, будет тем местом, которое объединяет нас. Хочу просто поздравить искренне Анатолия Дмитриевича и поблагодарить его не только вот от имени всех собравшихся, а вообще от всех жителей нашей Якутии, потому что, может быть, это послужит для кого-то хорошим примером. Может быть, такие часовни будут появляться еще. Спасибо, Анатолий. Спасибо. Спасибо за приглашение. Эти ямщики совершили героический подвиг. Они впервые в мире на самом крайнем севере продвинули земледелие на север. Здесь вот самое северное земледелие находится здесь. Это сделали ваши предки. Затеял же строительство выходец из Иланки, инженер-строитель по образованию, но по духу историк и писатель Анатолий Дмитриевич Соколов. Автор замечательного повествования о истории освоения Иркутско-Якутского почтового тракта государевыми ямщиками, получил благословение владыки Германа, и вот он, этот волнующий миг. Осуществившаяся мечта – это радость и единение многочисленных потомков иландских ямщиков и землепашцев. Отныне день 5 июля объявлен Днем Иланки, Днем благодарной памяти предкам, всем родам Соколовых, Голоковых, Бурнашовых. Деревня ожила, в давно заколоченных домах закипела жизнь, зазвенели песни, пляски, совсем как в былые времена. Ямщики ведь умели работать и веселиться от души.
5 июля каждый год приезжайте, все, чьи предки родом из Иланки, поклонитесь погостам, постойте у часовенки. А вдруг захочется вам оторваться от бессмысленной городской суеты и осесть здесь, на родовых землях, стать самому хозяином ее, своей судьбы и будущего ваших детей и внуков. А если будет такое решение, свяжитесь с Анатолием Дмитриевичем Соколовым или звоните на СТВ 44 26 40. Республиканский конкурс «Полярная звезда» В Чугуяне на подъезде